Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о крупном пожаре в самом центре Казани. Это историческое здание. И что интересно, сваи, деревянные сваи. На улице Коротченко полыхал доходный дом купца Соболева. Покажем, как мужчина, переходящий проспект Ямашева, в неположенном месте попал под колеса. Лежал он, его забрали на носилку, все увезли. И как это происшествие стало причиной столкновения 3 встречных автомобилей. Где-то смотрелись на эту аварию. Также расскажем, при чем здесь тирамису. И как желание сэкономить на кондитерских изделиях ведет женщину на скамью подсудимых. Это и не только. Прямо сейчас. В самом центре Казани, на улице Коротченко, сегодня днем загорелось историческое здание «Соболевские номера». Доходный дом купца Соболева 1869 года постройки. Здание давно не эксплуатируется официально, расселено, но люди там, как выяснилось, живут неофициально. С противопожарной точки зрения строение не самое простое. Каменные стены, деревянные перекрытия со скрытыми пустотами, по которым огонь распространяется с огромной скоростью, и свободный доступ внутрь всем желающим. Айгуль Бадрудинова с подробностями. Сообщение, что по адресу Коротченко, 26, горит заброшенное неэксплуатируемое здание, поступило на единый телефон вызова экстренных служб 112 в 10 часов 57 минут. Тушили 36 человек и 14 единиц техники. В 13:07 открытое горение ликвидировано. На деле заброшенное здание – доходный дом купца Соболева. Это в 19 веке. Ныне исторически ценный градоформирующий объект. И хотя официально там никто давно не живет, на деле все иначе. В общежитии, их следовало знать, что такое поджог будет. А давно бомжи сигарету? жили? А? Давно бомжи жили? Давно, да. Ну, или сигарету, наверное. Спали, может, сигареты, может, еще подожди. На памяти живущих рядом людей горит оно далеко не в первый раз. Раза 3 уже горит. Вот. Так что здесь какие-то меры надо принимать, сохранить этот дом, конечно, исторический дом-то. Местные жители, если не все, то многие практически экскурсоводы, знают и историю этих мест в целом, и этого дома в частности. Поэтому, говорят, и душа болит, когда история уходит в лету. Это историческое здание. И что интересно, сваи, деревянные сваи. Здесь же болота были. Это была задняя мокрая, та улица передняя мокрая, потом это стало мокрое. Потом это Товарная, потом это улица Саидгалеева. Здесь еще стояла Иринская бедная церковь, ее снесли. Фактически постоянные жители этого дома 3 женщины и мужчина. Удобство во дворе, рядом импровизированная терраса для летнего отдыха на свежем воздухе. В момент возгорания все были внутри. Он с одной из дам вышел сам, 2 представительниц прекрасной половины человечества спасли пожарные. Поэтому в огне никто не пострадал. Еще сейчас кто-нибудь есть? Нет, там животные только остались. Кто животные? Собаки, кошки. По их словам, они к пожару отношения не имеют никакого, но зачем жечь-то, где живешь? И уверяют, это была не случайность. Одновременно загорелись сразу 2 комнаты. Второй этаж загорелся. Кухня там, да. Ну, кухня, вот 2 комнаты напротив стоят. Облили, подожгли, обычно не загорится. На вопрос, кому это надо, мужчина лишь пожал плечами и с горечью посмотрел на свое сгоревшее место жительства. Причину возгорания теперь предстоит установить пожарным дознавателям. Свою проверку по факту пожара начала и прокуратура. Надзорному ведомству предстоит установить лица, которые были обязаны обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности и ограничить доступ в здание посторонних лиц. Айгуль Бадрудинова, Наиль Абдулин, «Вызов 112». Остановился на светофоре навсегда. Автомобиль «Санкьонг» загорелся вечером на Мамадышском тракте. Мужчина, управлявший автомобилем, едва успел вывести из машины свою семью, как пламя полностью охватило машину. Он, конечно, пытался ее потушить, помогали ему в спасении транспортного средства и неравнодушные к чужой беде автомобилисты, но все было тщетно. Зарина Ахметова расскажет подробности. Как горел автомобиль «Саньонг», на мобильные телефоны засняли многочисленные очевидцы. И только затем свидетели произошедшего убрали телефоны, взяли огнетушители и бросились на помощь водителю. Вот только с пламенем, охватившим к тому времени всю машину, справиться никто не мог. Сколько огнетушителей? Короче, огнетушителем не потушишь машину. Она вроде тухнет, опять тут машина-то вон пожарный.
тушит, она опять вспыхивает. Водитель иномарки рассказал, что едва успел остановиться на светофоре, как почувствовал дым в салоне автомобиля. Когда дело запахло жареным, он успел вывести на улицу всю семью, благодаря чему никто не пострадал. Капот открываю, ничего не горит. Под низ смотрю, там огонек. В итоге огонек перерос в бушующее пламя, которое полностью уничтожило иномарку. Автомобиль теперь не подлежит восстановлению. В чем же была причина возгорания, выяснят пожарные дознаватели. Зарина Ахметова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 60-летний мужчина, проигнорировавший правила дорожного движения, через мгновение оказался под колесами Kia Ceed. Там, где он решил перейти проспект Ямашева, не было пешеходного перехода. И появление человека на проезжей части 27-летний водитель иномарки не ожидал. Удар был очень сильный. Пешехода отбросило на несколько метров, после чего он рухнул на асфальт и уже не смог встать на ноги. О силе удара говорит лобовое стекло иномарки. Оно частично раскрошилось и оказалось внутри салона. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали мужчину, который находился в тяжелом состоянии. В больнице у него диагностировали сочетанную травму. Лежал он, его забрали на носилку, все увезли. Это происшествие привлекло внимание других автомобилистов. На проспекте Ямашева притормаживали посмотреть, жив ли сбитый мужчина, даже водители встречных машин. Кто-то плавно, а кто-то резко, при этом отвлекаясь от управления. Именно невнимательность и несоблюдение дистанции стали причиной столкновения 3 автомобилей напротив места наезда. Но пассажир рассказал Веронике Гайнудиновой еще о 3 довольно экзотических версиях причин этой аварии. Смотрелись на эту аварию тут. Водитель Рено рассказал, все водители, едущие в левом ряду, начали притормаживать, чтобы посмотреть, что случилось с мужчиной на другой стороне дороги. В итоге скорость потока начала стремительно падать, но вовремя заметили – это не все. И девушка-водитель Hyundai, не зная о том, что произошло, не успела сбавить скорость. Как итог, каршеринговый Hyundai на всем ходу снес Nissan, который, в свою очередь, из-за резкого ускорения влетел в Рено. Люди не пострадали, однако машины получили сильные механические повреждения. Помимо очевидной, пассажир арендованного автомобиля рассказал еще несколько версий произошедшего. Мы целовались на скорости 80. Я отвлекся, смотрел в ее сторону, она мне как схватила. Я просто 2 секунды, и мы уже в ДТП. У нее в руках было тирамису. Мы ели, она меня кормила с вилки. И когда уже, 3-я вилка подносилась к моему лицу, я просто не успел среагировать. А 3-я версия есть? 3-я версия была, но Ирина просила ее не рассказывать. Какую версию в итоге услышали автоинспекторы, неизвестно. Однако это и не так важно. Главное, что водитель не соблюдал дистанцию и не успел вовремя среагировать, что и стало причиной аварии. Точный материальный ущерб еще только предстоит подсчитать. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 2 человека пострадали в результате крупной аварии на улице Гвардейская. Там столкнулись Toyota и Kia. Корейский автомобиль в результате удара вылетел с дороги на газон. Его водитель пострадал. А пассажир Toyota, как уверяли его друзья, вследствие удара потерял память. Обо всем по порядку. Рамиль Шайдулин. К месту аварии оперативно подъехали бригады медиков. Помощь скорой понадобилась 2 людям – 30-летнему водителю Kia и 23-летнему пассажиру Тойоты. Последний, по рассказам прибывших на место товарищей, и вовсе потерял память и не понимал, где находится. Мужчину увезли. Госпитализация потребовалась и водителю корейской иномарки. Какие травмы? Пока неизвестно. Вроде бы с плечом что-то связано. Корейский автомобиль въехал в правый бок Тойоте, после чего вылетел с проезжей части. Тойота ехала по крайнему левому, начала перестраиваться и произошел удар. Но он, походу, Kia Rio в слепую зону попал. А виновника определили? Виновника, естественно, Тойота будет виноват. Автоинспекторы на месте происшествия также пришли к выводу, что именно водитель Тойоты при перестроении не уступил дорогу корейской иномарке. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Жительница Кукмарского района пойдет под суд за то, что выращивала мак у себя в огороде. Полицейские изъяли у 52-летней женщины 48 кустов наркосодержащих растений. Все отправили на экспертизу. Масса изъятого вещества составила больше 1,5 килограммов. В отношении хозяйки незаконной плантации возбудили уголовное дело. На допросе задержанная рассказала, что наркотические свойства этого цветка были ей совершенно неинтересны. Созревшие семена растения она использовала в качестве начинки для кондитерских изделий, как обычный кондитерский мак, который продается в каждом магазине.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.